Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хау-мағалдықтар. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Комитета Башкирского национального движения за рубежом. У нас в гостях вновь наш любимый историк Азамат Агай Рыскильдин. И мы будем продолжать говорить об истории башкир, о тех народах, которые были рядом с башкирами, о тех процессах, которые шли все это время, не только в Башкортостане, но и вообще во всем регионе, да, в макрорегионе и микрорегионе. Поэтому, салам алейкум, Азамат Агай, хаумагар. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Имам Мубарак болған. Хаумагас, хурмәтле милләттәштәр. Азамат Агай, мы последний раз остановились на башкирах. Вот это уже был, ну, где-то к Фадвану подошли уже, да, то есть Ибн Фадвана затронули, то есть... И дальше. Да, и дальше чуть-чуть ушли. И сейчас хотелось бы нам вот поговорить о... Потом начались такие большие глобальные тектонические сдвиги, наверное, процессы в истории, как монгольское нашествие, да. Вот давайте начнем с этого, потому что они коснулись башкир, очень сильно изменили характер вообще взаимоотношений башкир, судьба их, как бы там история, культура, ну, много что поменялось, язык в том числе. И вот давайте начнем хотя бы сперва с того, кто такие монголы. Бисмилля рахман рахим. Нужно четко понимать, вот, что по состоянию на 13 век вот, этот термин не нес с собой обозначение какого-то отдельного народа. Это не было этнонимом, это был политоним. То есть это была политическая программа, вот, которая предполагала собой такой вот, ну, скажем так, буддийскую редакцию старого тюркского мировоззрения. То есть понятие монголы, оно объединило совершенно разные этнические группы. Не только тюрков, не только, скажем так, тунгусские этнические группы, не только маньчжурские, да. Вот. Из их смешения, можно сказать, сложилось понятие монголы. Есть даже такое образное выражение, что первым монголом был сам Чингисхан. Вот. То есть и он как бы создал социальную структуру. Вот. Ну, вернее, его именем, скажем так, работали буддийские политтехнологи. Вот. И потом уже после Чингисхана пошли монголы. То есть это политический термин. Но когда, значит, этот термин приобретает в течение времени определенную инерцию, в череде поколений, то есть когда уже бабушки начинают воспитывать на этом примере эту доктрину культурно-воспитательную, политическую, да, вот, и те поколения, которые на нем вырастают, уже вот эта группа устойчивая, да, она приобретает качество этнического состояния, то есть уже становится этническим сообществом, приобретает качество, скажем так, ну, этничности. То есть монголы, скажем так, в этническом значении это в лучшем случае 16-17 век. Но по состоянию на 13 век это еще только политический термин, который объединял между собой группы самого разного происхождения, но у которых была общая идеология. Вот по этой идеологии можно и поговорить. Угу. Вот вы сказали, затронули про буддистов, там сказали. Сегодня монголы остались буддистами, да, хотя там и говорят, что они и тюрки были, да, что это вот общий предок, скажем так, и всех, и, ну, то есть, что в них было много тюркского, то есть, и вот вопрос, какие вообще планы были тогда на тот момент у буддистов, кем они тогда вообще, что из себя представляли тогда в монгольской, вот в этой среде вот тех племен, того сообщества племен, и почему они вообще привели к власти, ну, Тимуджина, его так звали на самом деле, Чингисхана, и для чего привели они его к власти?
Или он сам власть взял? Давайте... Ну, не совсем, конечно. Дело в том, что на том большом широком поясе степи от Хингана до Карпат, вот, в свое время был такой большой политический каганат тюркский каганат, который контролировал торговлю шелком, да, шелковый путь. Вот. И ключевое значение там имела семья Ашина. Вот. Это семья Ашина, которые имели определенные знания, технологии, в том числе металлургические технологии, сакральные. Вот. Она, местные, скажем так, сообщество, была для них элитой. Вот. Это было не только, скажем так, в центре, не только на востоке, но и на западе. Вот известно же, вот у нас такое сообщество были булгары, да? Вот. Булгары, которых правило там тюркское племя Ашина. Вот. И когда они, западная часть, вот то, что живут на Дунае, это как бы эти булгары, там семья такая Асени назывались, Асеневичи и так далее, да? Вот. Но это такое произношение славянское понятие Ашина, Асени, да? Ашина это понятие волк. И вот тюркский каганат, это вот, скажем так, у них было поклонение волку, то есть как тотем был такой у них волк. Вот. Но аналогичная ситуация была и на востоке, там, где ближе к Хингану, вот там, где пустыня Гоби разделяет, значит, с одной стороны Алтай, с другой стороны Хинган, вот, и Саяны, получается, вот, то у нас, получается, тюрки жили как бы на Алтае, на Саянах, а по другую сторону пустыни жили эти маньчжуры. Вот, ближе, получается, к Байкалу, там, буруты, буряты, тунгусские народы. Вот. Сами по себе маньчжуры и вот те, которые народ шивей, маньчжурский, они были свинопасами, они, скажем так, всадниками не были, кочевниками не были. Но поскольку к ним проникла как бы буддийская идеология, и когда тюрки уже сами разделились, многие тюрки, как мы уже с вами говорили, ну, где-то 9, 10, 11, 12 век уже многие приняли ислам. Соответственно, буддисты тоже, скажем так, как и раньше, вели проповедь свою, скажем так, чтобы организовать их в своем виде, вот, на идеологии родовой, на родовой идеологии. То есть по буддизму получается, весь этот мир это иллюзия, а реальный мир это как бы, реальный мир это он какой, вне этого мира он такой, там где происходит реинкарнация, загрузка, есть вот реальные сущности, есть вот проявленные мнимые существа, которые живут в этом мире. Вот. И получается так, что вот в этой такой абстрактной идеологии самое главное, значит, это вот переселение душ, и тайну переселения душ знают просветленные. Просветленные, то есть буддийские монахи, у которых там путь Хинаяна. И, соответственно, они исходят из того, что они не вмешиваются там в какие-то политические порядки. Вот был каганат, как вот считали его тюрки своим каганатом, неважно там какие племена брали верх, генеалогически там правящий род Ашина, а возле них были там то хазары, то агуры, там, то джалаиры, то уйгуры, то, значит, и кыргызы, да, в любом случае структура была родовой, генеалогической. Вот эту они структуру хотели как бы собрать, вот. Но многие тюрки начали принимать ислам, начали верить уже в Бога, вот. Потому что в буддизме понятия Бога нет такового. Есть просто переселение душ. А есть как бы более высшие сущности и более низшие сущности. А в такого единого создателя нет такой концепции. Когда говорят там тенгри, это Бог, это неправда. Это, скажем так, авраамическое понятие Бог совсем другое. И вот теперь получается, поскольку многие уже, а когда люди начинают верить уже вот в авраамического Бога, они выпадают из-под буддийского идеологического влияния. Соответственно, нужно было как-то мобилизовать, скажем так, новую силу создать, которая бы остановила исламское продвижение вот вглубь континента. Вот. И те тюрки, которые были на востоке, получается, вот, они их собрали вместе в один, скажем так, кулак,
вместе с маньчжурами, с бурятами, тангутами и так далее, и организовали вот это вот то, что потом стало называться Яке-Монгол-Улус. Для этого они, в общем-то, выбирали подходящего вождя, вот, ну, тюркского происхождения, но правил получается вот этими, в том числе этим конгломератом, в котором много было маньчжур, бурят и так далее. Вот. И, соответственно, эти маньчжуры и буряты, они как бы овладели, получается, при помощи этих тюрков, значит, всадническими технологиями. Там. Это не за один год, конечно, произошло, это было несколько поколений. В итоге, значит, план был такой. Сейчас вот давайте я включу карту. Азамат Агай, у меня вопрос. Вот мы знаем, ну, насколько я знаю, да, вот почитал, что среди монгол же были уже к тому времени и христиане, те же самые несторианцы, которые, ну, после Вселенского собора были подвергнуты там как бы анафеме, раскол произошел, и они ушли. Вот, и как раз вот они там тоже, скажем так, пустили свою идеологию. То есть уже была вера в авраамическая вера, получается. Это тоже проблема для буддистов. Почему? Потому что для них вот все, что исходит из авраамической концепции Бога, будь то христиане, будь то мусульмане, это все Запад. Это все Запад. То есть на Востоке вот, христиане, мусульмане это все Запад. На Западе, да, для христиан, что мусульмане, что буддисты, это все Восток. А для мусульмане они как бы в центре. Вот. То есть только у них с запада христиане, с востока у них буддисты. Понятно, да? Вот как вот представление о мире. То есть вы хотите сказать, что Чингисхана монгол создали буддисты? Вот, кстати, один из таких важных источников, это Юань Чао Биши, это вот тайная история монголов. Она, кстати, повествует о том, как, ну, в такой вот форме, иносказательной, как победили этого Кокчу Тептенгри. Там был такой шаман, монах, ну не монах, а ну, шаман, да, вот, который боролся за влияние на Чингисхана, вот, но в итоге все-таки уступил буддистам, потому что возобладали, значит, свита при Чингисхане, это вот уже бывшее Тангутское и Турфанское якутство. Баурчук-Артыгин стал его, получается, зятем, и делал это все Юлю Чуцай. Юлю Чуцай это вот наследник и продолжатель фамилии Юлюй, тюркской фамилии, которые были буддистами, это государство Ляо. И по всем же тем вот лекалам, которые было тюркского каганата в буддистской редакции империи Ляо, точно так же все это воспроизвели уже в каганате Чингисхана. Вот. Но у шаманов, конечно, такой разработанной доктрины политической не было. Вот. Это было чисто такой идеология культов, вот, без какой-то там большой программы, только одно племя, другое племя и все. А здесь уже буддисты стали претендовать уже на более широкую программу, которая годилась для кооперации, для инкорпорации. Идеология примерно была такая. Значит, мы как бы носители духа волка, да? Да. Мы миром должны править те, кто живет за волочными стенами. То есть вот здесь, вот скажем, в поясе этих степей живут кочевники, всадники, они которые дети волка, да? А те, кто, получается, вот не являются кочевниками, а седлые, там, неважно, это ханьцы, например, да, или сагдийцы, да, или там мусульмане, там, персы, арабы, или, скажем так, румы, славяне, это все оседлые жители, вот, которых, это как бы, условно говоря, овцы. А те, кто живет за волочными стенами, то есть в юртах, это волки. И вот они должны их, короче говоря, ну как бы стричь там. Стеречь и стричь. Да, но определенные, скажем так, потомки волка, они все-таки переходили на сторону этих оседлых народов, принимали идеологию, например, ту же самую идеологию этих ислама. И они их называли ногай. Ногай с монгольского это как бы пес, кушук, щенок. То есть они тоже потомки волка, но когда они приняли идеологию оседлого населения, стали защищать, они из волков превратились в волкодавов. Ну, в щенков. Понятно, да? Да.
То есть они такое же, скажем так, вот, происхождение, они тоже воины, но они стали защищать этих вот оседлых. Поэтому как бы нужно было все-таки их образумить, вот, объединить, напомнить им их происхождение, вернуть их, условно говоря, в единый эль, вот, тех, кто живет за волочными стенами, вот, чтобы они слушались своих жрецов, шаманов, ну и, соответственно, буддийских монахов. Понятно, да? И вот забыли про всякие там ислам и так далее. Мысль понятна, да. Если даже и были, то, по крайней мере, в ключевых важных вопросах, чтобы они слушались не мусульманских шейхов, а шаманов и буддийских жрецов. Соответственно, миром должны править те, кто живет за волочными стенами. Вот. В городах жить не надо, в города надо приезжать, брать свою дань, организовывать торговлю, короче, как вот стричь. Кто-то пасет овец, кто-то пасет людей. Ну вот для этого они как бы есть. Вот такая картина мира. Понятно, да? Да. Угу. Хорошо, тогда такой вопрос. Вот идеология вообще, вот также мы знаем по истории, что Чингисхан создал свою новую, скажем, новый закон Ясы, так называемый, Ясы, да, то есть, потому что тогда, как бы, ну, правило, скажем так, право сильного было, да, в степи. И Чингисхан уже создал вот этот свой новый закон, где строго карались там определенные проступки, преступления и так далее. Все было по справедливости. Вот что такое вообще вот этот новый закон Чингисхана Яса, вот, и вообще идеология вот их? Можете об этом? Давайте так определимся, да. Вот когда люди говорят, что Яса, Ясак, да, Жасак, да, это, условно говоря, установление. Ну, Жасак, Ясак, да, то есть установление, правила, да. Но это правило не в том виде, как это привыкли думать на Западе, что там вот есть какой-то указ, кодекс, вот, норм и так далее. Это все эллинистическое правопонимание. На Востоке там сама жизнеописание Чингисхана, да, его образ жизни, его примеры, поступки, это и есть то, как надо себя вести в тех или иных ситуациях. Это примерно то же самое, что, например, сунна, да, у мусульман. Но у мусульман сумма, она как бы вторична по отношению к Корану, там где основа. Потом идет сумма, то есть жизнеописание. У буддистов, получается, да, у них Корана как бы нет, у них есть жизнеописание Чингисхана. И вот его жизнеописание, как он жил, как он поступал, как он, получается, там, в тех или иных ситуациях решения выносил, как конфликт разрешал, когда объявлял войну, на каких условиях принимал мир и так далее. Вот это его жизнеописание, образ жизни, это и есть Жасак. Это и есть Ясак. То есть его управленческие решения систематизированы в жизнеописании. Угу. А знать, что там какой-то есть сборник там указов и так далее, но это все неправильное восприятие культурного разнообразия. Понятно. То есть решения Чингисхана, которые были при его жизни, законы различные, как он разрешал те или иные споры. Решения, это да, не закон, это просто да, управленческие да. решения, как надо действовать. Вот они легли как в итоге впоследствии. Путь, да, до. И вот по этому пути надо следовать. Не Да. надо ничего нового изобретать. То есть впоследствии они легли уже в основу, как бы, ну, за законы уже впоследствии. Ну, это стало нормой права. Да, норма права. Закон это как бы у нас нормативно-правовой акт. А здесь норма права выражена именно в виде обычая, именно примера подражания вот именно самому Чингисхану. Угу. В этом виде нормы права как бы излагается. Азамат ага, я смотрел многосерийный сериал про Чингисхан, там так называется Чингисхан, который ну, описывает наиболее правдиво жизнь вообще Чингисхана и того времени. Это китайский сериал. Китайский сериал.
Вот, и я смотрел, что у них действительно образ жизни был очень похож, ну, допустим, с нашими башкирами, да, того времени. Юрты, там, кумыс пили, то есть вот это вот какие-то культурные такие обычаи, обряды, все очень много было схожего. Ну, давайте тогда вот как раз перейдем к башкирам. И башкиры, то есть до вторжения, то есть началось вторжение монголов, мы знаем, да, то есть он вторгся сперва в Китай, потом победив потом в Центральную Азию, соответственно. И вот башкиры. Вот так как мы все-таки башкиры, изучаем историю башкир, башкиры как до и после вторжения, какие они были? Вот смотрите, да, действительно, они были кочевниками, всадниками, и, соответственно, эта идеология к ним пришла, и действительно у башкир был тоже свой раскол. Дело в том, что когда вот шло продвижение, скажем, Чингисхана, да, у нас шло последовательно. Вот сначала, значит, здесь вот, скажем так, база, да, то есть сначала завоевываются лесные народы, поход Джучи, да, потом завоевываются оседлые народы, Тангут и так далее, Хань, вот все эти народы, да. Потом дальше идет нападение сюда, значит, да, потом идет на Семиречье нападение там, и вот, потом идет дальше сюда сначала на север, потом сюда. То есть сначала лесные кочевники как-то приводятся в союз, в основном уговорами, там, иногда там силы, но так или иначе, поскольку идеология, мы же все братья, давайте жить за волосменами, и давайте этих, скажем, оседлых поставим на место. И вот они, когда мобилизуются, потом идут с севера на юг и завоюют следующий. Потом дальше, дальше, дальше. И вот когда они выходят уже на эту границу, примерно к 1216 году, да, первые схватки, скажем, у Джучи выходят где-то на реке Тургай, вот примерно здесь вот. Здесь получается государство Хорезм-Шаха, вот. И башкиры, получается, они связаны с Хорезм-Шахом, потому что здесь торговля как бы с Хорезмом, да, у нас идет. Вот. И всадники, получается, здесь как бы, ну, такой кипчакский пояс, кипчаки. Кипчаки, значит, у нас гегемоны в этом районе. У них очень непростые отношения с бурзянами в этот момент. Вот. То есть кипчаки тогда еще пока не в составе башкир. Они еще пока вот гегемоны, да, получается. Всадники, которые контролируют степь. Башкиры, скажем, тогда еще как бы на Урале, да. Вот. Но многие из них в союзе с булгарами, получается, вот, из Сибири. Но когда приходят, получается, монголы, вот, они начинают объяснять, что вот миром должны править те, кто зовут. А среди кипчаков там тоже есть свой раскол. Вот у них правит, получается, Котян, вот, правит там Башман, но есть и другая оппозиционная партия, которая возглавляет Аккубек. Вот, и там у них борьба не на жизнь, не на смерть, получается. Вот Котян, там они убили этого отца Аккубека, да. Вот. Хорезм-Шах Мухаммед, да, он как бы опирается на кипчаков. Вот. И здесь вот крепости по Сырдарье, получается, да, вот в том числе известна крепость Отрар, там вот где Гайрхан, тоже кипчак, получается, да. Это вот его сила против монголов. Ну, тут у Хорезм-Шаха сложное положение в каком отношении? Дело в том, что он, мы можем только предполагать, но дело в том, что он находился в долгой войне перед этим с халифатом, суннитским халифатом. И принял на себя титул уже Хорезм-Шаха, то есть шах это как бы в такой, в русле персидской, даже где-то шиитской традиции. Я сейчас не берусь там утверждать, что Хорезм-Шах был, скажем так, шиитом, но то, что он воевал и совершал походы на Багдад, получается, было то, что он воевал против суннитов. И в этой ситуации очень многие сунниты, вот, оседлые, по всему шелковому пути, имели очень серьезное основание этого Хорезм-Шаха ненавидеть. А буддийская пропаганда, она предполагала так, что вот вы, ребята оседлые, живете там в городах, занимаетесь торговлей, да, мы вас не трогаем. У вас свобода вероисповедания в вашем местачном сословии, да, вот, платите налоги, будьте, скажем, овцами, и мы в вашу идеологию не лезем. То есть определенная была так называемая веротерпимость. Я себе получается, да, есть как бы вот
Алтын-Урук, это вот золотой род, да, Чингисхан, который как бы потомок от Эйлун, которая родилась там от золотого луча, да, вот, к нему спускался золотой луч, и вот как бы такой священный потомство. Ну, буддийские мотивы такие же, как, например, у Аматерасу, там, в Японии и так далее. Известный буддийский сюжет. Вот. Дальше идет служилые сословия всадников. Они платят 1-2%, получается, с конского поголовья. Вот у тебя, например, 100 лошадей, там 1-2 лошади ты платишь. Но основное не это. Основное это налог крови. Ты должен воевать. Вот. А есть как бы аясачные. Они не воюют, они просто платят 10% с имущества. Вот. То есть это как бы разные страты, они не должны смешиваться между собой. И вот получается, когда приходят к башкирам, получается, вот, монголы, то у башкиров стоит перед выбором. Или, скажем так, быть вместе с Хорезм-Шахом и с кипчаками, да, или быть с монголами. Вот. Кипчаки, у них восточнее было племя татар. Вот, племя татары, они жили восточнее. То есть кипчаки вот примерно здесь, а татары примерно здесь. И вот для кипчаков все, кто их восточнее них, кочевники, где-то татары. Вот, неважно там какие, но это все татары получается. И вот когда прошли эти битвы, когда Хорезм-Шах, скажем так, потерпел поражение, вот, когда молниеносно, скажем так, было захвачено Средняя Азия, основное как бы сопротивление оказывали, собственно говоря, всадники, которые вот, ну, мусульмане, и в том числе и башкиры. Война с башкирами действительно заняла там больше 14 лет. Вот, при этом часть башкир была на стороне Чингисхана, в том числе с кипчаком. Вот. И когда уже смог победить, получается, Чингисхан, взять все эти хорезмские города, там, Ургенч и другие, вот, то, соответственно, для башкир, ну, как бы возникла необходимость, ну, надо было понимать, что вот, да, вот, связь Хорезм, в Хорезме уже теперь другой хозяин, а мы экономически в торговом отношении от них зависим. Значит, надо как-то договариваться. Вот. Но сохранялось, скажем, такое довольно двойственное положение. Но когда захватил, получается, Чингисхан Среднюю Азию, да, здесь у него произошел раскол между сыновьями. Произошел раскол между сыновьями. Раньше у него, скажем так, практически соправителем младшим был Джучи, его старший сын. Уже к тому времени зарекомендовавший себя в качестве полководства, вот, и умелого такого военачальника, он воевал успешно, и многие он как бы племена приводил не с помощью силы, а путем договора к себе, так сказать, под руку. Ну, то есть дипломат был тоже в том числе. Вот. Но проблема была в том, что буддистам он, скажем так, был не очень послушен. У буддистов была ставка на Чагатая и на Угадея, на второго и третьего сына Чингисхана от главной жены Борты, получается. И вот между Джучи с одной стороны, Чагатаем и Угадеем с другой стороны постоянно возникали, получается, конфликты. И когда вот этот конфликт, собственно говоря, достиг пика, когда уже завоевали, да, вот, тут получилась такая картина, что у Чингисхана как бы крупные военные силы, но у Джучи тоже крупные военные силы. А тут действует корпус этого Субэдэя и Джебе. Они уже разбили как бы вот накалки, возвращаются обратно. А после того, как раздел произошел, получается, да, Джучи отстранили, получается, от такой лидирующей роли возле Чингисхана и сделали его одним из 4. То есть вот Улу Джучи выделили ему вот степень нынешнего, условно говоря, Казахстана, скажем так, ну, Хорезма, Сибири западной, вот, и все, что сможет завоевать на Западе, да. Чагатаю определили, получается, вот Мавераннахар здесь, получается, Угадей примерно здесь, Тулуй как бы вот здесь. Вот. Ну, то есть для Джучи это было очень серьезное поражение, скажем так, в его статусе. И Джурджани пишет, что он прям уже готовился выступить против самого Чингисхана. Тут возвращается, получается, после победы на Калке корпус Джебе и Субэдэя. Если он проходит обратно к Чингисхану, то это усиливает Чингисхана войска, получается. И по гипотезе одного из исследователей, в принципе, мне она тоже нравится, она, не скажу, что сильно подкреплена, но она как бы логична, да.
Джучи дает возможность, скажем, передать разведывательную информацию, и вот булгары, башкиры, получается, да, разгромили корпус Субудай-Джибе в так называемой бараньей битве. Вот. Это уже примерно те же самые 20-е годы. Перед этим корпус Джубе и Субудай разгромил на Калке, получается, объединенные войска кипчаков во главе с Кутяном, который позвал на помощь своих славянских князей, Рюриковичей. Но у них было несогласованное, получается, действие, они потерпели поражение. И в панике бежали, получается, кто на запад, там, кто на Крым, кто-то на леса. Вот. И всем разнесли весть о том, что вот кипчаки потерпели поражение. Кипчаки называют этот народ, который к ним, как бы за ними их победил, монголо-татары. Вот так, вот, собственно говоря, в Европе, там, в Константинополе, получается, и арабы, и католики, и православные стали этот народ, скажем так, который шел за Чингисханом, называть монголо-татары. Ну, именно потому, что кипчаки называли их татары, получается. Вот. Ну, они как бы восточнее их жили. Вот. Теперь, значит, что касается башкир. Башкиры, получается, раскололись. Часть идет до конца с Катяном и с мусульманами. Вот, уходит, получается, на запад, потом присоединяется, получается, к мамлюкам. Известные, значит, такие как Санджар Башкурди, Зейнудин Бейбарс и другие, вот, то есть, которые известные мамлюки, башкиры, получается, да, у них лакаб Аль-Башкурди, они организуют сопротивление здесь, вот, на Ближнем Востоке, значит, в Палестине. Кстати, известная битва при Айджалуте и так далее, там тоже те мамлюки, которые были башкирского происхождения, вот, Рукнадин Бейбарс и другие, значит, Санджар Аль-Башкурди, вот они, получается, там прославились, скажем так. Здесь, как бы, получается, так называемые внешние башкиры, то есть бывшие агуры, которые еще там, ну, с венграми, которые вот породнились, вот, они, ну, так, еще, как бы, вот, агуры, башунаки, башкиры, они, как бы, вот здесь вот тоже отбивались. Но вернемся к Джучи, получается. Джучи, он готовится, значит, к противостоянию с Чингисханом, но умирает. Есть версия, что его отравили, но так или иначе он умирает. И дальше, получается, Чингисхан делает раздел. Улус Джучи делится пополам, значит, между старшим сыном Орда-Эженом и Бату. Вот. Главная ставка Аккорда остается у Бату, значит, другая ставка у Орда-Эжена. Ну, как бы разделяя власть. Нельзя, чтобы этот улус, в котором много воинов, который может создать проблемы, был под одним началом. Вот. Получается, здесь Чингисхан и его, скажем так, армия продолжает завоевание вот на территории Персии, захватили Багдад, получается, вот, захватили здесь вот, нынешний Пакистан, можно сказать, вот, приблизились там, к Малой Азии, к Востоку. Здесь получается такая картина, что мусульмане тогда оказались только в 3 местах, где можно было как-то какие-то иметь политические амбиции. Но это, во-первых, конечно, Ближний Восток, где вот мамлюки пытались сопротивляться, потому что Багдад уже монголы взяли. Это, во-вторых, суннитские султанаты Индии, делийские султанаты и так далее. Ну и, конечно, башкиры, которые, в общем-то, у Чингисхана получили автономию. То есть по той идеологии, что вот вы живете за войлочными стенами, мы в вашу юрту, скажем так, в ваше самоуправление не вмешиваемся. То есть этот договор, который называется Союргал, то есть у вас служилое, как бы, послесловие, вот, у вас есть самоуправление, внутренние дела не есть, но вы за меня должны воевать. Вот. То есть примерно то же самое, что Икта, об этом, как мы раньше говорили, но это уже по монгольскому праву это называется Союргал. И вот когда, получается, башкиры договорились, получается, с Чингисханом, вот, каждому там племени дали, подтвердился его тамга, его уран, птица, дерево, вот. И в том числе этих вот родов, племен, то есть Бурзян, Табын, скажем, Тамьян, вот, и других. Среди них были в том числе и кипчаки. Большая часть, конечно, воевала, вот, но та часть, которая была с Чингисханом, за счет них, получается, они тоже получили самоуправление, и те разбитые кипчаки, которые, получается, потерпели поражение, они
пришли к своим, скажем так, собратьям, тем же кипчакам, ну вот те разбитые отряды башманов. Вот, и под, скажем так, крышей башкирского самоуправления пополнили существенно ряды башкир, став самым крупным, получается, вот, объединением среди башкир именно кипчакское. То есть вот Санким кипчаки, там Яна, получается, вот Бушман кипчаки, они все вошли, получается, в состав башкир тогда. И Вот. получается, язык принесли тоже. У нас в большей степени кипчакизировался язык, да? Правильно же? Ну, раньше у нас был когда больше агурский язык. Это тоже тюркский язык, но такая ранняя версия. Она вот как-то у булгар, у чувашей, там, где-то с венграми схожи, агурами тоже, да. А здесь уже получился он немножко уже кипчакизированный, да. Вот. Когда именно. Но надо сказать, что агурский и кипчакский язык друг от друга далеко не ушли. Это, собственно говоря, понятные языки. Вот. Угу. Азамат Агай, такой вопрос. Вот по истории мы знаем, что у башкир до монгольского периода были свои ханы. Ну и впоследствии тоже были. Вот есть такая версия, что монголы пришли и практически уничтожили, когда вот в ходе борьбы с башкирами все ханы башкирские были уничтожены. Это правда или нет? Ну, не совсем так. Понимаете, вот ханы были разные. Конечно, очень распространено в историографии такое суждение, что ханами могли быть только чингизиды. Это на самом деле так, если мы имеем в виду в целом, скажем так, яке монгола улусы, или, скажем так, его улусы чингизидов, там, Улус-Джучи, Чагатая, там, Хуберла, Тулуя или Угадея. Но дело в том, что у тюркских народов, кочевников, да, были еще свои локальные ханы. Ну, условно говоря, вассальные ханы. Вот. То есть, они же все как бы наследники тюркского каганата, то есть, условно говоря, такие младшие вассальные ханы, которые, скажем так, вот, мы по нашим преданиям знаем, что был у нас такой Масим-хан, да? Вот, когда воины были бурзян с кипчаками, есть там такой вот персонаж Масим-хан. Вот. Умидбаев говорил о Табынском хане, получается, да? Вот. Примерно похожая ситуация с кыргызами. У кыргызов тоже были свои ханы. При всем том, что, скажем так, вот, были общие чингизидские ханы, то есть в масштабе, условно говоря, евразийском, но у отдельных родов и племен были свои ханы. Этот титул у этих кочевников, всадников, они называли его хан, именно как, что вот наш свой каганат получается, да, продолжение тюркского каганата, но это были локальные ханы, то есть вассальные локальные ханы. И вот эти вот локальные ханы, вассальные ханы, скажем так, да, у башкир они тоже как бы сохранились, они у нас как бы по шижере, они нам известны. Но надо понимать, что это не ханы Улуса Джучи, это вассальные локальные ханы башкирских племен. Угу. Хорошо, еще такой вопрос. По тому же самому Ибн Фадва, ну и вообще по другим источникам мы знаем, что на территории башкирских земель были города. Были города, тот же самый город Башкорт, были другие города, Беляр и так далее. Да, и тоже есть такая версия, что эти города были разрушены впоследствии. Как они были разрушены, как они были покинуты вообще? Насколько долго в них жили башкиры? Дело в том, что вот Чингисхан, скажем так, разрушал как бы города, это одна сторона медали. Он одни разрушал, а другие строил. То есть торговля, скажем так, она же после этого хаоса, она же снова встала в русло, и там же тот же самый отряд, который вот был разрушен, да, рядом с ним, там, буквально там, через 10 километров возник другой город. Потому что, через каждые 30 километров находится караван-сарай. Вот длина лошадиного там верблюжьего перехода дневного, это 30 километров, да. Вот, когда груз там, перевозка происходит, там, ям, так называемый, да, постоялый двор, караван-сарай. Там можно поменять лошадей, там, оставить товар на реализацию, скажем, поторговать, помолиться, помыться, вот, и дальше. То есть вот по этому торговому пути, через каждый 30 километров, соответственно, там, где торговые пути, торговые базары, там обязательно возникнет город. Соответственно, у башкир в том числе, поскольку торговля активно как бы шла.
Вот, поэтому одни города разрушались, другие строились. Вот. То есть для того, чтобы город возник, нам надо, существует масса факторов, ну, это прежде всего там логистический фактор, там, ну, чтобы вода была, там, торговое место было и так далее. Вот, политический фактор, чтобы там столица там и так далее, административный, ну, или там какой-то товар важный. Например, вот здесь вот у нас города были не только вот на том месте, где Уфа, скажем так, да, вот где как бы по рекам сходятся торговые дороги, да, но и возле месторождений рудных, где вот медь получается, где железо, потому что металлургия это важно, и руда это важно, поэтому хочешь не хочешь, там тоже будут какие-то устойчивые поселения и разрастаются, поэтому возникает город. Поэтому да, города, конечно, были, вот, и поскольку это как бы всадники, да, то есть вот для империи Чингисхана, да, всадники это они интересны не своими, скажем там, богатствами, они интересны им прежде всего это воинским ресурсом. Богатство это тут, у оседлых народов. Их как бы там, вот, там есть что взять. А здесь с них что? С них их убедить и пригласить, скажем, поучаствовать в набегах, в контроле над оседлыми территориями. Поэтому, ну и поскольку, скажем так, обеспечивается логистическая связанность, обеспечивается торговля, вот уже в 13 века, города восстанавливаются на новом месте, и, да. Ну, то есть наши города были разрушены или они пришли в упадок со временем сами? Они были на тот момент, самый большой упадок это был не в результате нашествия Чингисхана, а в результате нашествия Аксак-Тимура. Угу. Это позже. Да, ну хорошо, тогда мы до этого дойдем. Об этом отдельно будет разговор. Да. Тогда вот такой вопрос. Вы сказали о том, что там буддисты, скажем так, идеологически управляли монголами, а башкиры к тому времени, как мы знаем, уже были мусульманами. Да. Мусульманами, и как здесь сошлись вот эти две религии, если учитывая, что башкиры вошли в состав Монгольской империи? Буддисты исходят из того, что, скажем так, главная кровь, а не вероубеждение. У башкир, скажем так, это такие же кочевники, вот, те, кто живет за волочными стенами, дети волка такой же, да. Поэтому, ну, у них есть там какие-то свои предрассудки мусульманские, скажем так. Но это не отменяет того, что это всадники, это такие же кочевники, это такая же родня. Вот. Поэтому у себя в доме они могут исповедовать какие-то свои порядки внутрь, как же, ну, то есть вот, есть такой вот культ порога. Когда, например, монгол в юрту заходишь, страшное оскорбление это наступить на порог. Потому что в юрте хозяин юрты, скажем, его закон. За порогом юрты это хозяин уже как бы чингизид. Вот, его закон. Поэтому как бы дух как бы этого порога, значит, дух этого дома как бы нарушать нельзя. Поэтому и у башкир, соответственно, в их внутреннем самоуправлении, вот, пусть что хотят, то и делают. Если они соблюдают договор, то есть вместе с нами воюют, вот, против наших врагов, то никаких проблем. То есть вот такая вот веротерпимость получается. То есть, что касается элиты, они просто работают с элитами, а башкиры в этом отношении служило военное сословие. Они просто говорят на том понятийном языке, аппарате, который, скажем, удобен для буддистов. Если они при этом исповедуют ислам, ну это их личное дело. Вот, насколько я знаю, Азамат Агай, подтвердите, если так, впоследствии, когда шло завоевание Киевской Руси, ну и вообще разрозненных всех вот этих княжеств, башкиры принимали активное участие в этом. Это правда? Да. Да, и впоследствии поход на запад. Да, совершенно верно. Угу. И там они, получается, оказались, ну, в состоянии войны с теми же башкирами, которые воевали против монгол. Уже, получается, башкиры против башкир воевали. Ну, так было нередко. Угу. Мы находимся в таком положении, когда у нас есть вызовы с востока, с запада, с юга, и с севера, и редко когда
всегда удавалось достигать единства, но только те, кто остались на пути, скажем так, суннитском, те остались башкирами. А кто-то, скажем, кто принимал другой путь, те, соответственно, пошли по другому пути, и башкиры быть перестали. Угу. А какое положение было башкир в Монгольской империи все-таки? Ну, это было служилое сословие, которое платило налог крови, то есть воинское сословие. Понимаете, вот когда уже произошел... Дело в том, что после Чингисхана там буквально достаточно уже быстро произошел раздел. Там, после Чингисхана там Угадей считался главным. Вот. Но был западный поход, потом к власти, получается, пришел союз Мингуй и Бату. Вот. Чагатаиды и Угаиды не смогли удержаться. Вот Гуюк потерпел, получается, поражение. Вот. Тоже непонятно, там Гуюк исповедовал христианство, его, возможно, буддисты тоже отравили. Но Чагатай там умер. Вот. И получается так, что Мунке и Хулагуиды вот, в итоге остались главными. То есть Хулагуиды это и Хубилай, потомки Тулуев. Хубилай правит, получается, Хань на востоке, а вот глава, получается, юго-западного похода, его младший брат Хулагу, который вот Бату возглавлял западный поход, а юго-западный возглавлял Хулагу. Вот. И Хулагу, получается, завоевал территории вот, ну, вот, Малая Азия, Сирия, Ирак, Иран. В общем, Ильханат. То есть, мы же вот говорили, есть вот как бы главный хан, да, им себя объявил, получается, Хубилай, как наследник Угадея и так далее, там дальше, да. А хан определенного Иля, ну, как бы народа, да, Ильхан, это вот Хулагу получается, Ильхан, Ильханат Хулагуидов. Ну и, соответственно, у нас тоже Или, у нас тоже как бы свои небольшие ханы. Ну, поскольку у нас своя автономия, признавали наших ханов. Но здесь как бы хан, получается, Ильхан это Хулагу, потомок внук Чингисхана через Тулуя. Вот. Но дело в том, что они как бы захватили оседлые территории, здесь вот ханьские или, допустим, персидские, да, вот. Но это кочевникам как бы не очень нравилось, и вот недовольных кочевников возглавил Хайду, потомок Угадея. Вот он вступил, получается, в союз с Берке, с внуком, сыном, получается, Джучи, внуком Чингисхана, да. И вот они вдвоем при помощи Берке Хайду, получается, воевал. Ну, сначала Ребуга был лидером, потом Хайду, он успешно воевал и против Хубила, и против Хулагу. Берке, получается, в этой ситуации очень такую важную миссию сыграл. Давайте немножко подробнее остановимся на Берке. Дело в том, что Берке был сыном Джучи, вот, и дочери Хорезм-Шаха Мухаммада Джанике Султан. Она мусульманка была и воспитала Берке мусульманина. То есть он, находясь, получается, в монгольском окружении, с детства был мусульманином, и, как передается в хрониках, у него учителем, его наставником был Сейф-ад-Дин Бахарзи. Сейф-ад-Дин Бахарзи это один из таких выдающихся учителей. Вот он в Иснаде и Сильсиля, вот, которая цепочка преемственности, она связывает его с такими известными учеными, как Ибн Теймия, в том числе и Ибн Аль-Кайм Аль-Джаузия. То есть Сейф-ад-Дин Бахарзи очень такой значимый был такой проповедник исламский. Вот. Но в той ситуации, получается, где публичное право монгольское, ясно Чингисхана, да, то Берке, когда приходит к власти в Улусе Джучи, он внешне правит, получается, как по ясе Чингисхана, но старается при этом как бы продвигать интересы мусульман. И вот что получается, когда к 50-м годам уже объявляется, после там, завершения западного похода, когда более-менее удалось собрать Курултай, нужно уже делать новый поход, получается, вот в эти места, да, этот поход должен возглавить Хулагу, и от каждого, получается, монгольского улуса нужно отправить там несколько туменов. Берке что делает? Он 3 тумена
вот, вместо того, чтобы передать их под командование Хулагу и двигаться сюда, он через через Дербент, через Кавказ врывается сам, то есть когда флота видит, но он идет самостоятельно и захватывает здесь 3 важнейшие крепости. Захватывает 3 важнейшие крепости, и когда уже войска Хулагу подходят, они уже захвачены джучидами. По монгольскому праву получается, кто захватил эти крепости, тот и хозяин. Ну, кровь пролил, значит, это его, правильно? Угу. У него есть законное как бы право. Но хулагуидам эта ситуация совершенно неинтересна Хулагу, потому что эти крепости контролируют шелковый путь вот сюда. У джучи уже есть шелковый путь, который идет вот по этой дороге в Крым. Мы уже говорили, помните, да? Вот получается вот так, вот потом по Сырдарье, потом к Северный Приказ, Причерноморье, и вот на Крым, а дальше уже венецианские генуэзские купцы уже все это возьмут. Вот. А здесь, получается, дорога идет через Кашгар, тут через Ташкент, получается, выходит Самарканд, Бухара, потом выходит где-то вот нынешний Тегеран, Исфахан и так далее, потом через горы тут значит, Багдад, потом по отрогам, получается, Сирия, Шам, и тут тоже купцы, тут Дамаск и другие города, да? Вот. И тут, получается, джучиды берут под контроль 3 ключевые крепости, через которые идет транзит. В итоге они получают возможность контролировать торговые пути, устанавливать цены, ну, согласованно, и получать основные прибыли. Разумеется, такой порядок Хулагу не устраивает, он эти крепости забирает силой. Эти 3 тумена, получается, были вынуждены разбежаться в разные стороны. Один тумен во главе с Никудером, так называемые, ну, они же как бы хазары, получается, оттуда пришли. Вот они спасаются здесь в горах Афганистана. Это потомки нынешних, их потомки это хазарейцы, хазары, Зулу-Суджучи. Второй тумен, получается, с боями проходит через Грузию, выходит сюда обратно в Зулу-Суджучи. Это тумен Нагая, который тоже внук Чингисхан, это получается тоже из потомков Джучи. Вот. Он военачальник, получается, ну, тоже чингизид, сын татара, получается. Ну, такое имя было, сына Джучи. А третий, получается, тумен, он уходит к мамлюкам, вот. И у них уже были заранее инструкции от Берке о том, что ну, не смогут противостоять, там же силы большие. И вот они начинают, получается, помогать мамлюкам, мусульмане уже там в большинстве, и вот именно они помогают разбить монголов при Айн-Джалуте. То есть это уже как бы, это уже, ну, мусульмане готовые практически. Вот. Теперь что получается? Хулагу как бы укрепляется здесь. Если вы видели там фильм Эртугрул, там вот серии уже были, когда они там Малую Азию взяли, разгромили их всех полностью, получается, да? Вот. Но здесь Улус-Джучи. И тут начинается как вот? Хулагу взял Багдад и уже дальше намерение идти на Среднюю Азию, вернее, на Ближний Восток и вплоть до Мекки и Медины разрушить. Но он не может этого сделать, потому что из-за того, что тут победил, Берке собирает весь Улус-Джучи и начинается война, значит, по обе стороны Кавказа между Хулагу и Берке. И буддийские монахи, скажем так, плачут. 2 лучшие армии мира, вместо того, чтобы продолжать завоевание всего мира, да, сражаются между собой. Основные тумены сражаются в битве на Тереке, в битве там где-то в Азербайджане и так далее. Вот. Куча идет. А тут Кинбуган Айон, получается, да, и Баян, только 2 тумена Хулагу смог выделить. Вот. А основные там больше 10, там 15 туменов воюют с Берке. То есть Берке, собрав силы, использовав такой вот предлог, что вот наши законные, наши чингизидские требования, взятые города, вот, и то, что там кровь пролили наших братьев, он воюет с Хулагу. Вот, воюет с Хулагу, и силы, получается, монгольской империи стачиваются в взаимных битвах, и у Хулагу нет сил идти дальше. Ну, фактически, Берке спасает от разгрома мусульманские святыни Мекку и Медину. Угу. Понятно, да? Да. У нас заканчивается время. Я хотел бы напоследок вот обсудить Волжскую Булгарию. Вот Волжскую Булгарию к тому моменту, ну, она была
То есть вы рассказывали о том, что была Баранья битва, где башкиры вместе с булгарами разбили Субэдея. Вот, и потом мы знаем, что монголы пришли, и в итоге Волжская Булгария проиграла. Что с ней стало впоследствии? Что стало на этом месте? Защитниками Волжской Булгары к тому времени уже давно осели и стали как бы горожанами. Вот. Их воинской силой были как бы кочевники, всадники, то есть башкиры. И когда башкиры, скажем так, достаточно долго воевали, но когда Хорезм был потерян, вот, когда там кипчаки, получается, потерпели поражение, защищать как бы Булгарию было некому, получается, вот бачманы, последние кипчаки спаслись тем, что остались среди башкир, башкиры получили автономию, и Булгар стал как бы вот вотчиной улуса Джучи, и именно вот по реке Идель, собственно говоря, и двигался Орду-Базан, а Хорда Бату, правителя, получается, которые вот, ну, здесь самые лучшие эти, угодья для скотовода. Он, во-первых, географически в центре находится, вот от Алтая практически до Карпат, это вот географический центр. У нас же Идель как, вот здесь Яйля, вот где в районе Стерлитамака, где Туратау, да, вот где Уфа. Здесь летом много травы, много воды, тут целое войско можно держать, правильно? Да. А на, получается, зиму уходили вот сюда при Каспии, в эти места, получается. При Черноморье, там, при Северный Кавказ. А на лето на Елем приходили сюда. И вот такая вот была кочевая столица, Орда. Ну вот, Минутарган-Ерде, Орда. Орда это центр, Орда. Ну, а с булгарским ханством в итоге что стало? А Булгар стал просто одним из городов, ясачных городов, который платил дань. Все. То есть там никакого управляющего, никакого хана уже не было. Получается, булгарские ханы все были... Почему? Управляющий назначался Даруга. Дело в том, что в города, вот всякие эти торговые пути, назначался Даруган, начальник дороги, начальник трассы. Русское слово дорога от монгольского слова Даруга. Тот, кто собирал пошлины на дороге. А булгарские ханы были уничтожены, правильно? Ну да. То есть булгарское ханство прекратило свое существование, и до начала Казанского ханства прошло какое-то безвременье, правильно? Нет, там, слышь, без времени. Ну, Улуса-Джучи. Имеется в виду никакого отдельного государства, то есть не было ничего же такого, да? Не, ну как это было? В составе. Это был вилает, обычно, ну как, давайте так, когда мы будем рассказывать про Улус-Джучи, мы просто уже на Берке только остановились, правильно? На подготовке к Таласскому Курултаю практически. Потому что 1269 год, там перед этим, получается, Берке вот, в битвах с Хулагуном как бы погиб, там просудился и в реке там упал с воды, там, ну вот, как Ортугрул отец сам, когда примерно похожая смерть у него, ну, считается смерть шахида, получается. Вот. И, ну, красивая жизнь, красивая смерть, в общем-то, большие заслуги перед исламом Берке. Вот. Но он подготовил, получается, Таласский Курултай, и вот здесь вот, когда уже его преемники там на Таласе здесь вот собрались представители, потомки УГД Хайду, потомки, получается, Чагатай Бурак и, получается, потомки Джучи, там, насколько я помню, Беркичан, если не ошибаюсь, или Мингу, туда кто-то из, короче, Джучидов был. И вот они, соответственно, создали такой вот Курултай, где они объявили, что они Хубилаю, который юань, не подчиняются. То есть у тебя свое государство, а у нас свое государство. Ты, получается, владеешь там этими ханьцами оседлыми, да, а мы, кочевники, так и будем жить, как бы, как раньше. То есть произошел раскол империи Чингисхана. Вот, Таласский Курултай, это достаточно такое эпохальное событие. И вот где Улус-Джучи, он де-факто был практически независим, но теперь еще де-юре стал независим. Вот, от империи Юаня. Тогда уже в следующей серии мы поговорим уже более подробно, получается, об Улусе Джучи. Да? Хорошо, тогда на этом, наверное, закончим. Единственное, что хотел бы спросить, вопрос, вот сейчас многие идут споры, кто же, скажем так, кого можно называть преемниками вот Золотой Орды,
империи Чингисхана. То есть являются ли башкиры, вот, скажем так, потомками, да, вот, Золотой Орды? В том числе. В том числе. В том числе. Дело в том, что это континентальная держава. И я просто еще раз повторю мысль, которую постоянно говорю. Никто не становился гегемоном в Степной Евразии, пока не добился до башкиров. То есть башкиры приняли участие, скажем так, воевали, потом, скажем, договорились. И вот это позволило тем же самым, скажем так, чингизидам, опираясь на воинскую силу, в том числе и башкир, скажем, установить этот Улус-Джучи. Они потом, собственно говоря, в этом Улус-Джучи играли далеко не последнюю роль. И кипчаки, получается, они башкир это, с другой стороны, это как бы заповедник вчерашних гегемонов. То есть кипчаки, которые до этого были гегемоны в Степной Евразии, сохранили здесь поскольку, скажем, вошли в состав башкир. Абулгази пишет о том, что после разгрома поражения Джучи они ушли к иштекам, то есть башкир. Вот. И, соответственно, в этой ситуации, но башкиры принимали при том условии, если они принимают ислам и, скажем так, становятся такими же братьями, скажем так. Соответственно, кипчаки, которые были исламом, то есть мусульманами, здесь в этом самоуправлении башкирского не сохранились. Вот как-то так получается. И Улус-Джучи, они там, на следующей передаче буду говорить о том, как постепенно ислам из такого ужасного положения, когда лились реки крови, как постепенно они набрали, скажем так, авторитет и силу. На этом закончим тогда. Азамат Агай, Рахмет, как раз... Есть еще, может быть, какие-то? Да, вопрос вот у меня, наверное, по кипчакам был. То есть вот это огромная когда-то империя, не империя, государство Дэшти-Кипчак, огромная территория, которая была заселена одним народом. Их называли, если не ошибаюсь, куманами. На западе их называли куманами. Они были разгромлены монголами, рассеялись. Часть их, получается, влилась в разные сегодняшние народы, такие как казахи, башкиры, грузины, да, потом кумыки и так далее. Да, русских много там ославянилось и так далее. То есть... Дело в том, что вот когда мы говорим о этих всадниках, да, вот это сообщество кочевых всадников Улуса-Джучи, да, это один и тот же, скажем так, народ Улуса-Джучи, но его с трех сторон по-разному называли. Которые, получается, восточные кочевники монголы, скажем так, называли их Ногай, потому что мусульмане, понятно, да? Эти, скажем, персы, сагдийцы с юга называли их узбек, по имени хана Узбека. На западе называли их татар, потом кипчаки в свое время их называли татарами. Это одно и то же сообщество из разных племен. Просто у них разные прозвища с разных сторон. Они сами в центре. Понятно, да? То есть, сами они не считали, скажем, себя, какое-то время там ни ногаями, ни узбеками, ни татарами. Просто потом, когда по мере уже увеличения торговых связей, по мере того, как это стал приобретать престиж, они для них были ими. Но внутри они себя называли по родам и племенам. И в том числе кипчаки, или, допустим, конраты, или мангыты, или, скажем, барын, или ширин, или аргын и так далее. То есть это разные племена, или бурзян и так далее. Это уже внутри. Еще один такой вопрос по башкирам. Башкирские племена, мы до этого говорили о том, что были племена, которые жили там очень давно, такие как юрматы, бурзяне и так далее, то есть которые и пришли, соответственно, туда и перемешались с местными финно-угорскими племенами. А с монголами, какие племена вы можете назвать, которые пришли с монголами? Давайте так. То, что монголы, когда пришли, к нам влились кипчаки. Это раз. Так. То есть, поскольку монголы они к нам не входили, потому что они не мусульмане.
У нас условия. Если ты мусульманин, ты становишься нашим. Ну, я имею в виду с эпохой монголов, какие племена влились в башкиры. Под давлением монголов к нам вошли кипчаки. И все. Ну, это достаточно серьезное, скажем так. А потом уже получается, когда будем разговаривать о Улусу-Джуче, там, когда внутренние были Замятни и так далее, там много других ногайских родов там к нам вошло. Но если говорить про 13 век, то к нам вошли кипчаки. А такие племена, как Тунгаур, потом Киреи. Киреи, вот по Киреям они как бы... Меркиты. Меркиты тоже, да, вошли, согласен. Меркиты еще до Кипчака вошли. Меркиты раньше сопротивлялись монголам. Вот, и получается... И они могли сохраниться только среди башкир. Нигде больше их нет фактически. Угу. Все, хорошо, тогда давайте оставим на следующее. У нас постепенно мы приближаемся. Я так думаю, что уже, то есть из глобального будем уже сужаться все больше и больше именно к башкирской истории, потому что... Ну, да. Я просто, почему, скажем, немножко абстрактно мне поначалу где-то как-то было, но это было важно почему. Потому что интересно, как бы история не сама по себе, да, ну и сама по себе тоже, конечно. Важно понимать, какой был идеологический контекст, какие были проблемы. Какие процессы шли. Выжить. Да. Какой, скажем, в сложной обстановке, почему выжили, почему остались башкирами, почему народ сохранился. Угу. И как эти, потому что эти самые проблемы, они сегодня в том числе немножко в другом виде, но суть та же самая, она присутствует. Вот этот называемый поворот на восток, который сегодня объявили, скажем так, в Российской Федерации, да, это легализация того же самого, скажем так, постепенного нового вызова, который к нам идет с востока. Хорошо, Азамат Агай Рахмет. Все было очень интересно, как всегда. Я рад, Осужатыклем. Всем до свидания. Спасибо, кто был с нами. До следующей встречи. Подпишись на «Свободный Башкортостан».